Nerede? Hayır götürün. Bir dakika otur. Yakal. Çok. Nerede? Allah. Allah. Hepsi. Филек, нормально? Пускай они уйдут, вообще. Они сейчас уйдут, пап. Кто Не они надо такие? нервничать, пожалуйста. Звук, если хочешь интервью нормальное, звук должен быть профессиональный. Он вот здесь стоит и звук записывает. Правильно? Записывают, пусть где-нибудь на улице. Здесь он будет записывать. Ничего Каравай. такого. Каравай. 100 лет мы ему нужны. Так. Я как кинезит. Как есть. Кот атам интервьюсу Кадырбек Тугулбек. Единственное, кызым, я даю тебе интервью это для тебя. Я хотел бы, чтобы ты поняла, что моя встреча с твоей мамой, Кларой, была очень серьезная. Я почти приобрел друга себя, не только жену. И я был этому рад. Я ее полюбил. Поэтому я ей говорю, что я это интервью даю для тебя. Да, ну, Потому что, да, мне это потому что я тебя люблю. Чем... эти вещи понять сейчас. Да, если бы она была рядом, она бы эти слова тоже ей бы говорила. Меня зовут Джамбы. В этом фильме я нарушаю тишину, в которой лелеяла память и сны о маме, моем самом близком друге и учителе. А моменты тишины нам так остро нужны, чтобы услышать голос настоящего, чтобы понять и приблизиться к истинному. Это относится и к познанию себя, в частности, через мосты с родителями. Кошой-Корон – древнее городище в селе Карасу за Атбаши. Эти руины волнуют воображение. Свидетели нашей истории, они медленно, но неминуемо уходят в забытье, в песок времени. Однажды мы заехали сюда с мамой. Чувствовалось, что это место ей по-особому дорого, ведь она здесь выросла, в этом селе. И странным образом обстоятельства сложились так, что уже в год ее ухода меня пригласили возглавить работу над созданием исторического этнографического музея, посвященного городищу. Думаю, это не случайно, словно ее дух направил меня выполнять некое ее завещание. После 8 класса она уехала в город, чтобы поступить в медицинское училище. Ведь надо было получить нужную и стабильную профессию. Потом был Ташкентский государственный театрально-художественный институт, актерский факультет. Кино как бы настигло ее сразу. Будучи еще на 5 курсе, она была приглашена на фильм «Зной» режиссером Ларисой Шипитько. Абакир, тот самый тракторист, о котором Кемель говорил, это
не твой родственник? Нет. Скажите, почему никто не спрашивает? Ну что, я корова или коза какая-нибудь? Он любит, пойми ты, и мы поженимся. Вот когда я готовила передачу, посвященную 60-летию Ларисы Шипицкой о фильме «Зной», и я ездила к ней домой на съемки, она рассказала мне вообще, как получилось так, что она была приглашена, Лариса, на роль Калипы. И когда, значит, она увидела среди фотографий, фотопроб девушек, фото Клары, она говорит: слушайте, найдите мне эту девочку, я хочу ее попробовать на роль Калипы, сделайте ей возрастной грим. Потому что Калипа уже такая 30-летняя женщина, а Клара в то время была юная девушка. И Клару загримировали, чуть-чуть возраст прибавили, и Лариса говорит, она будет играть Калипу. А мне в премию Крабдышин дали цветочками. И у нее есть эта сила передавать свои эмоции и реальность тех персонажей, которых она изображает. И то, что они очень разные, конечно, это именно вот тест великого актера, потому что есть много актеров, как мы знаем, играют только определенные типажи, а другие, которые могут играть все. Вот она такой тип актера, актриса, которая может играть все. Ну, у нее был свой взгляд, да, на жизнь, на кино, на искусство. И это мы чувствовали даже в самой ее небольшой роли, вот как в «Первом учителе», да, где она такая яркая представлена. Что это ты мне наливаешь? Кумыс? Смотри, не разлей, бурма. Пейте на здоровье. Вот в следующий раз привезу в подарок бурме серебряные серьги. Да, привезите. Менің таңғалғаным ошол кыргыз кыздын мүнөзүн, кыргыз кыздын менталитетин аябай сон берген да, ушунчалык сон берген. Ну и привяжи. И привяжу, если матери слушаться не будешь. А я не выйду замуж. Даже не выйду. И ничего вы со мной не сделаете. Не имеете права и все. Я учиться поеду. Меня больше, так сказать, впечатлила ее героиня Гуляими, самая послушная. Вот девочка, которая чувствует, что именно вот вслепую, кажется, подчиняется своим родителям, но она видно сначала, что ей не нравится это подчинение. Еще чувствую в ней всегда свободу. У нее в биографии не так много фильмов, да, но есть и главная роль, да, в «Самой послушной». Есть эпизоды, даже она играла вьетнамку, да, вот в картине, которую Беларусьфильм снял. Всего за свою актерскую карьеру Клара сыграла совсем немного, около 8 ролей. Однако можно смело говорить о таланте молодой актрисы. Кино – это целый ряд дополнительных обстоятельств. Разные режиссеры, атмосфера в кинопроизводстве, запросы зрителя и даже идеология в стране. А Кларе, женщине сильной, личности свободолюбивой, собственным взглядом на жизнь и на творчество, хотелось самой творить и воплощать задуманное. И она поступила
на высшие режиссерские курсы в Москве, в класс Георгия Данелия. И так началась новая глава в ее жизни. Во сне я до сих пор их вижу живыми и добрыми. Джайна – это древнее киргизское слово, значит «летняя жизнь в горах». А если дословно – праздновать лето в горах. Первый фильм Клары был производственным. Госзаказ про труд ошских ткачих. Как я понимаю, новоявленного режиссера проверяли на профсоответствие. Но по-настоящему режиссерский почерк Клары раскрылся в последующих фильмах «Здравствуй, Джайло», «Пастух и туман», «Кумыс» и так далее, почти все снятые на санкульских джайло. Это было очень интересно и даже необычно для 70-х годов. Все-таки это было вот период социализма, когда главные темы в документалистике были воспевание и рабочего класса, или не обязательно воспевание, но просто вот фокус шел на поэтику труда. Документальный фильм, деректі фильм өзі проза да, мындай адабият тілімен айтқанда проза. Прозада поэтикалық тіл деп қоябыз да, поэтикалық тілменен документальный фильмді беріш өте оор да. Бұл негізі еженен эмесе фильмдері сол баяғы айырмаланып тұрады да. Документалистикада бізден қырғыз киносында өзгөчө баягы поэзия тіліменен да, поэтикалық тілменен берген да. Биздеги режиссерлор кыргыз фильмдеги муну тартса, ошону эле иллюстрация кылып коймокта. Корчобек Акназаров каякта төрөлдү, эмне кылды, чоңойду, ошолор жазылган сценарийде. Клара Юсупжанова анын сценарийди бекитип алды, бирок аны такыр бияка таштап коюп, ошол Корчобек Акназаров жөнүндө, Кочкор өрөөнү жөнүндө монда бир поэтикалык документалдуу тасма жаратты да. Казалось бы, люди получают конкретное задание, и вы думаете, да, ну это будет такой очередной репортажного характера документальный фильм. Очень интересно, да, не переворачивали все представления, да, о заказном документальном фильме. Дверь юрты пастуха Таштанбека с утра до ночи распахнута. В ясные солнечные дни из двери виден Сонколь. Они создали образ, да, этот пеший туман, вот эта юрта с вечно открытой дверью. А эти дети этого чабана, пастуха Таштанбека, они познают мир через вот в эту открытую всегда дверь. Потому что то там этот почтальон проедет, то папа приедет, да, Таштанбек. Это их телевизор, да, это такой потрясающий образ. Сценарии они писали вместе с отцом. Писали больше по вечерам и по ночам. Я ложилась спать, а в кухне долго горел свет. Там было как-то живо и весело. Они громко говорили, смеялись или дискутировали.
И мне всегда так хотелось посидеть там с ними и послушать, поучаствовать. Но зато потом все сценарии проходили через меня, так как папа писал с ошибками на русском, а мне давали их на редактирование. Весь этот прогрессизм Клару Юсупжанову не интересовал, а вот именно этнографическая тема, тема прошлого, ее сразу поинтересовала. Я считаю, что это знак мудрости и даже патриотизма. И для этого я считаю, что кыргызский народ должен ей сказать большое спасибо. Мынайым, ушуну сен жаз, жазам. кыргызча. Муну көбүлө былжыга бергенде кереги жок. Жарайт. Сен кичине кыйынсынбай живойраак болбойсуңбу, Эжире? Жарайт. Немедленно посмотри эти фильмы. Да. «Пастух и туман» посмотри, «Здравствуй, Жажо» посмотри, «Кымыз» посмотри. «Долина и люди». Тигр задрал дух. 4 фильм. И «Долина и люди» тоже. «Долина и люди», 5 фильм. Да. Давай. Ты стань. Вы «Аэроплан» же здесь, я не помню, долго снимали? 2 года, да, приезжали, пап? Да нет. 1 год только? Да, 2 года. Нет, 2 года вы приезжали. 1 год Лейлек Баткен. Лейлек и Баткен. Они сняты прямо с неба. Да, сверху. Сейчас, знаешь, как стало? Вот сейчас бы мама порадовалась. Сейчас же вот эти дроны, пап, появились уже лет, не знаю, 5-7 как. Да, сверху вот так вот снимают. Задача этого фильма – соединить землю и небо. Задача трудная. Так начинается последний фильм Клары Юсупжановой «Аэроплан». Фильм-притча, который она почти сняла и не смогла завершить по причине очень веской, почти великой. Это дорогая достаточно картина была бы, потому что нужно было по всей почти что Средней Азии проехать и снять, как аэроплан работает, предположим, там в Ферганской долине, как аэроплан летит над Аральским морем и над Солончаками, как курица там в горах Алая там теряет своих цыплят, то есть многообъектное и сложное. Ошо Клара эженин «Аэроплан» тартылып калганда уникалдуу тасма болуп, бул сюрреализм ичинде бар болчу. Жанагы биз могу тасмадан кээде Сальвадор Далинин жанагы эрип калган саат сыяктуу бул жашоо турмушту дагы мындай кандайдыр бир сүр менен башкача көз караш менен ошол материалдык дүйнөнү өзүнүн эрки менен өзгөртүп бир эле маалда мисалы ошол биздин заман учуру болуп атса, ошол эле учурда ошол эле жерде граждандык согуш учурундагы окуялар журулушуп турмак да. Бул эскерүү катары эмес, а бир кандай десем, айкалышуу аркылуу ушундай бир чоң проект болчу. Как можно долго, да, носилась эта идея, она все мечтала реализовать, но уже финансирование из Москвы завершилось, и, к сожалению, вот эта идея не осуществилась. Но мы помним. Все, что на пленке, будет жить вечно,
говорила мама. Но я с ней не соглашалась, ведь пленка – это обыкновенный материальный носитель. А по сути-то неважно, на пленке или на цифре, кино, оно всегда соединяет материальный и духовный мир. «Аэроплан» должен был быть игровым дебютом Клары Юсупжановой, но снимался он методами в значительной степени документального кино. Ну, скажем, там, не игрового кино, потому что там главные герои кто? Курица и аэроплан. То есть это была необычная курица, это была такая бойцовская курица, изящная очень, такая на высоких ногах, с длинной шеей. Вот. Было на что посмотреть, в общем. Замечательный экземпляр, что называется. Самолеттен түн немесін бардығын алып келген. Менің жолдошым төшекте жатқан ол. Баяғы механик оңдап, шығарып деп, ошоны учуртуп, анан бизди киного тартқан. Мындай принцип бар болчу да. Мен искусствоға жаралган, мен ушу искусствону жаратып кетишим керек. Калганы мени кызыктырбайт деген ошо принцип менен жашачы. Ошол принцип менен керемет тасмаларды тартты. Анткесе мисалы ошо пастух туманда кийин айтып берсе айы азап менен тартылыптыр, калган тасмалар азап менен тартылыптыр. Себеби ал ошол жанагы искусство болмоюнча ал эч качан тартчу эмес. Ошонун кесепетинен ана аэропланда тартылбай калды да. Ее фильмы, вот я пересмотрела, я могу еще раз сесть пересмотреть, да, потому что что-то я открываю. Нет никогда от фильмов Клары Юсупжановой ощущения, да, что он немножко о прошлой эпохе, он устарел. Он снят средствами, да, значит, софреализма, в общем. И этот фильм нам интересен как архивный фильм, да, чтобы мы посмотрели, и, ну, как раньше снимали, и на какие темы снимали. Он современный фильм. Причина была великая, СССР қирады да. Ошо да. Империя великая. Ошо. Ошонда аяғында тартып, ошоменен бітті. Причина была. Это был бы гениальный фильм. Полдеме, ребята, көп болгондой болбойт. Хороший разговор, если долго длится, становится плохим. Да, и второй оставим играть. В индийской теме будем сегодня. Да. Шанкара. О! Так. Неме менен Шанкара менен багады. О. Багы еврейский скрипач. О. А, Ойстрах. Ой, не Ойстрах, этот же был. Кто был? Я что-то забыла. Этот Запад встречается с Востоком, да? Азер. Шунунда болды. Мага жакпайт он. Мне кажется, он искусственно сделан сейчас. Да. Где же она была? Да, Шанкар. Шудах. А, это вот это и есть? Шундай. А, правильно. Ойстрах, я не помню где. Давай поставим просто раги. А? Давай, Ладно.